Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Митина Галина Владимировна. Я являюсь доцентом кафедры возрастной и социальной психологии факультета психологии. И сегодня я расскажу вам о вступительных испытаниях, которые необходимо сдать для того, чтобы поступить к нам на факультет, на наши образовательные программы в магистратуру. Вступительные испытания включают два экзамена – психология устно и психология письменно. Психология устно сдается в форме тестирования. Количество вопросов в тесте – 25. Форма сдачи – дистанционная. Структура тестовых заданий включает несколько разделов, таких как психология познавательных процессов, психология личности, психология развития и социальная психология. Второй экзамен по психологии вы сдаете эссе. Минимальное количество баллов как за тест, так и за эссе 50. Максимальное количество баллов за каждый вид вступительного испытания 100. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья при наличии соответствующих документов время экзамена может увеличиваться на 1,5 часа. И не забывайте, что у вас есть только одна попытка. Если вы начинаете тестирование, сразу начинается отсчет времени, и вы должны успеть уложиться в это время. 60 минут, еще раз повторяю. В течение часа вы должны тестирование завершить. Форма сдачи экзаменов дистанционная. И для этого вам необходимо иметь электронную почту. Первый вход через логин и пароль, отправленные на электронную почту. Если вдруг по каким-то причинам вы не видите письмо, то обязательно посмотрите папку «Спам». Иногда письмо может попадать в эту папку. Последующее посещение сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Обратите внимание, что перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно ваше лицо и главный разворот паспорта с вашим фото и фамилией, именем и отчеством. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. И еще раз повторю, что у вас есть только одна попытка. С расписанием вступительных испытаний вы можете ознакомиться на сайте приемной комиссии в разделе «Магистратура», и в подразделе «Особенности приема» есть расписание консультаций и вступительных испытаний в магистратуру на 2022-2023 учебный год. Заходите в этот подраздел и там знакомитесь с расписанием вступительных испытаний. Вот на данном слайде вы можете увидеть, в какие сроки вы подаете документы, и в зависимости от сроков подачи документы, от формы обучения, экзамены могут проходить в разные сроки. Вы видите, что консультации пройдут 6 августа, а далее сроки отличаются. Для подавших документы с 20 июня по 6 августа срок сдачи экзаменов 9-10 августа. Для подавших документы с 7 августа по 12 августа сроки сдачи экзаменов 16-17 августа. И для тех, кто подает документы на наши заочные формы с 13 августа по 11 сентября, экзамены сдаются 13-14 сентября. Более подробно, я думаю, что вы посмотрите и запишите все эти сроки для себя, чтобы не ошибиться. Далее на сайте приемной комиссии также вы можете ознакомиться, также в разделе «Магистратура» вы можете ознакомиться с программой вступительных испытаний. То есть вы заходите на сайт
еще раз повторяю, раздел «Магистратура», подраздел «Программы вступительных испытаний» и находите программу вступительных испытаний на наш факультет. Это семейная психология, организационная, клиническая, детская психология, психология образования. Вот так выглядит программа. И вы видите, что в рамках данной программы перечисляются основные требования, перечисляются разделы для подготовки к сдаче вступительных испытаний. Вы также можете в этой программе познакомиться более подробно с содержанием каждого из этих разделов. И вы можете подготовиться с помощью специальной литературы, указанной в программе, ко всем данным экзаменам. На данном слайде представлены примерные тестовые задания. Эти тестовые задания имеют один правильный вариант ответа. И вот если вы посмотрите, например, третий пример, многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении длительного периода времени называется, то в данном случае правильным ответом будет лонгитюдное исследование. И вы нажимаете именно этот вариант. Также вы можете выбрать любую понравившуюся вам тему эссе. Вот здесь они тоже, я на слайде вам представляю их. Ну, например, вы выбираете тему «Почему я хочу стать детским психологом?». Ну, это в основном те, кто идет на направление и на профиль детская психология, и поразмышлять на эту тему. Хочу вам кратко рассказать о требованиях к эссе. Эссе – это вид письменной работы, выражающий индивидуальные рассуждения и мнения автора по конкретному вопросу. Объем эссе не должен превышать 3-5 страниц, включая титульный лист и список литературы. В эссе абитуриент может представить критический анализ выбранного тезиса или цитаты, проанализировать конкретный случай или пример, взятый из литературы, из кино, из общественной жизни или из собственного опыта, соответствующий выбранной теме. Также вы можете представить собственные размышления на любую тему из списка тем эссе. Эссе не имеет жестко заданной структуры, но рекомендуется включить в эссе следующие компоненты. Это титульный лист, введение, где вы кратко обосновываете выбор и значимость проблемы. Это основная часть, которая занимает основной объем эссе, где вы раскрываете выбранную тему. Заключение, где вы излагаете выводы, вытекающие из основной части, и обобщаете авторскую позицию. И список литературы, который тоже является обязательным элементом структуры эссе. И вы можете включать разное количество источников в зависимости от вашей темы. И обязательно вы должны включать ссылки на эти источники. Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и профессионального языка. И, конечно, наличие грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок в эссе недопустимо. На слайде представлены основные требования к оформлению эссе. Это шрифт Times New Roman, 14 шрифт, одинарный интервал, все поля 2 сантиметра. Ссылки оформляются в квадратных скобках, где вы указываете номер источника в списке литературы, а также номер страницы. Если вы взяли цитату, то указывается и номер страницы этого источника, откуда была взята цитата. Распечатанный текст должен быть скреплен при помощи папки скоросшивателя. Сдача работы в виде отдельных листов, вложенных в файл или скрепленных канцелярской скрепкой, недопустима. Дальше вашему вниманию предлагаются критерии оценивания эссе. Обратите, пожалуйста, внимание на эти критерии, потому что в прошлые годы многие ошибки возникали
исходя из того, да, что абитуриенты не обращали внимания на какие-то из этих критериев. Соответствие содержания выбранной теме, наличие четкой и логичной структуры текста, наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике, обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и выводов автора, отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических ошибок, соответствие оформления работы предъявляемым требованиям и сдача эссе в установленный срок. Вот так выглядит образец титульного листа. Пожалуйста, тоже обратите внимание, что на титульном листе вы указываете, что это письменный экзамен по психологии, указываете обязательно тему, указываете свои инициалы и то направление подготовки и профиль, на который вы поступаете. Далее на слайде представлены контакты, по которым вы можете написать, позвонить для того, чтобы получить все ответы на ваши вопросы. Пожалуйста, поступайте к нам на факультет. Мы ждем всех вас на факультете психологии. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите
все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.